Все, что связано с элементами улично-дорожной сети, водоотведение, сами дороги и, значит, ну и как их исправлять. Да? У нас благодаря реализации этого национального проекта мы очень хорошо продвинулись, и больше того, у нас есть потенциал для роста. И больше того, у нас есть возможность сделать больше. Мы же в этом году получили бонусом 20 километров дополнительно. Нам с республиканского бюджета дали порядка 400 миллионов на строительство дорог, которых не было у нас изначально в паспорте. Благодаря этому решению, вот Старопокровский тракт, благодаря этому решению у нас появятся улицы, которые по пригородам пошли, в том числе, значит, ну, дополнительно 20 километров мы, в общем, сделаем, да. И исходя из этого есть четкое понимание, то, что можно показать, что мы работаем, и в рамках вот этих национальных проектов главное работать. Главное там не спорить, не доказывать кому какой ты умный, а просто вот работать. Сегодня уже сама федерация определила драйверы роста, которые необходимы не только для республики, для в целом страны, но они точно очень полезны для города Якутск. Национальный проект с дорогами, национальный проект с жильем. И нужно здесь просто уметь работать. Да, здесь идти с опережающими темпами. В этом году мы вызов приняли. Дай бог, вот, чтобы летом погода позволила, не было никаких вот пандемий и прочее. Потому что в прошлом году, если бы не было пандемии, мы бы закончили уже в августе. В начале августа уже все было бы заасфальтировано. Научились работать быстро. Вот. Что бы еще необходимо сделать? Вот необходимо сделать с ливневой канализацией, разобраться, тогда автоматически станет проще с пылью. Необходимо разобраться с инфраструктурными проблемами в целом, освещение, водоотведение, канализации. Ну, Все это будет в вашей предвыборной программе? Ну, смотрите, да, это есть у меня сегодня в голове, в понимании. Это будет положено в основу, но вот встречаясь и по городу, общаясь с людьми, я понимаю, что у людей тоже очень много идей, которые не хотят, чтобы были услышаны. Поэтому мы начали сбор идей, сбор предложений. Поступает огромное количество, уже около 200. Сейчас я их систематизирую. И вот видение людей, там действительно есть очень хорошие предложения. Я хочу, чтобы предложения людей, конкретных людей, легли в основу моей предвыборной программы. Почему это важно? Вот я для себя вижу работу мэра следующей. Вот руководитель любого другого масштаба, там, предприятия, должен создать команду своего предприятия, чтобы достичь, там, заработать прибыль там, или какую-то другую уставную задачу, ради которой он работает. Руководитель на уровне заммэра должен создать команду отрасли, чтобы обеспечить решение задач, там, поставленных руководством города. Да? Вот команда строительного блока сделала дороги, команда строительного блока признала дома аварийными за счет командной работы. Вот это задача заммэра, создать команду. А главная задача мэра, и насколько я смотрю, вот и как я понимаю сегодня, это создать команду города, в которую включены сами горожане. Вот если мы создадим команду, чем отличается коллектив от команды? Да? Вот мы сейчас сидим в автобусе, мы коллектив, скорее всего, потому что у каждого в голове своя цель. Но как только мы сегодня договоримся, что мы едем в Покровск, и мы будем командой, едущей в Покровск, да, если все мы этого захотим. Так вот, задача мэра сделать команду города, чтобы каждый житель оценил, что вот эти цели, которые есть, это его общие цели, наши общие цели. Часть меня этого хочет. И вот создать вот такое видение, которое наше общее, и прийти к нему, вот это основная задача, которая и должна быть у городоначальника. Давай. А вы